Всем доброе утро. Сегодня я с утра в лесу. Погода у нас сегодня солнечная, прекрасная погода. Похожу, посмотрю, может что-нибудь да и найду, а может и нет. Может нового выхода грибов еще нету. Но посмотрим. Если, конечно, не удастся найти грибочка, но все равно получится прогулочка такая хорошенькая по лесу. Ну, как видите, еще грибов не нашла. Пока ни одного грибочка не нашла. Иван Федорович уже по нескольку раз здесь уже был, ходил здесь поблизости. Вот. Ну вот. Хожу, смотрю. Комары кусаются. Ничего не взяла побрызгаться. Да, когда солнышко, и в лесу тоже хорошо, светло так. Ой, но комары-то, блин, кусаются. Комаров-то, кажется, много. Лес красивый такой. Здесь прекрасен. Моя подруга Ира уже много раз звонила насчет грибов. Приеду, говорит, и будем ходить за грибами, за ягодами, за черникой, конечно, обязательно тоже с ней. Вот. Уф. Если получится, да, если получится. И за черникой тоже будем ходить вместе. Вот. Она должна в отпуск приехать. Ну, как видите, я ничего не нахожу. Просто выход грибов пока еще нету, наверное. Вот. Вот такой лес. Там, куда дорога ведет, там чернику будем собирать. Тоже здесь же поблизости. Вот. Красота в лесу. Солнечная погода и вообще красота. Иду, смотрю потихоньку. Может, где-нибудь да и найду грибочек. Хоть один. Хоть один. О, а я нашла. Грибочек. Вон, посмотрите, какой маленький еще. Вон какой маленький. Надеюсь, не гнилой, так как погода прохладная была. Вот. Надеюсь, не гнилой. О, какой чистый. Красноголовый. Ух, комары-то столько. Комаров-то столько. Поблизости посмотрим. Здесь нет. Угу.
О, видите? Один, еще один. Еще один нашла. Это тоже. Ножка уже гнилая, наверное. Ну ничего, убрали. Так. 2 гриба. Ведерко поставила. Ну, это хорошо, что хоть 2 грибочка нашла. Но надо, конечно, для жарки чуть побольше. 2 грибочка это мало. 2 грибочка мало. Уф, ну и комары. Вообще ничего не взяла, никаких. Не помазалась ничем. Так. О, чуть мимо гриба не уж прошла. Вон спрятался, где маленький такой грибочек. Опять нашла грибочек. Шапку только положила шапочку. Так. Идем дальше потихоньку, смотрим. Вон еще один. Вон еще один спрятался грибочек. Угу. Так. 4 грибочка в ведерочке лежит уже. Пойдем потихоньку дальше собирать. Да, даже настроение поднялось. Конечно. Так. Зайдем, посмотрим чернику. Если нет черника, так как сюда же приходим собирать чернику. Ну, вроде как. Вон какие еще зеленоватые, маленькие. Да. Надеюсь, черника тоже будет. Комары жужжат. Очень сильно комары жужжат. Веники потом надо уже. Скоро будем делать веники. Вот. А вон, как зашла, ведь не заметила. Видите? Вон, опять еще один грибочек. Так, плохо, значит, я смотрю.
Угу. Ну, еще один грибочек. Да. 5 штук. Вон у меня в ведрышке лежит. 5 штук. Ну так. Вроде как все. Больше не нашла. Потом, наверное, домой уже пойду. Сегодня будем окучивать картошку, так как картошка уже у нас выросла. Все, сорняки убрала я. А сегодня надо уже окучивать. Алексеем вместе. Такая прогулка получилась хорошенькая у меня. На полчасика отлучилась из дому. Да. Ну и, конечно же, не с пустыми руками. Хоть что-то, да, нашла. 5 штук. Такие маленькие и чистенькие грибочки. Ну что, иду домой. Ну, поздороваюсь, друзья, и я с вами. Всем приветы, друзья, всем приветы. Маша вот с утра уже сходила за грибами, правда, нашла сколько? 5 грибочков уже, да? Да. Но они такие малюсенькие, и все равно решили там с картошкой немножко пожарить все равно. Ну, как пожарить? Для вкуса просто. И Маша вышла на огород окучивать картошку сегодня. Уже картошка вот такая. Уже все время окучивать. Ну, это она с краю там немножко поправляет, а потом будем, если Алексей придет, потому что Алексей сказал, что у него, да, после обеда, говорит, если освобожусь, приду, если освобожусь. Там он тоже там чистит сорняки, да, что на грядках. И получается, что плужком будем ручным окучником, ручным плужком таким старинным будем окучивать. Это быстро. Плуг очень быстро. Уже много раз снимал. И все равно тоже поснимаю еще раз. Маша, такой вопрос от зрителей. Поближе, пожалуйста, если можешь. А то звук не будет слышен. Вот у тебя в руках вот эта мотыга, да? Мотыга или тяпка, или у нас называется кокон. Тяпка. Ну. Тяпка, кокон и вот это. Почему люди спрашивают, почему ручка такая короткая? И на всех инструментах, что горбуша, что коса, говорят, у вас такая короткая ручкой нагибаться надо, что вот эта тяпка, короткая ручка, это еще у нас длинная. А помнишь из топора-то тяпки? Еще короче. Там длину Там, наверное, знаете, для чего, наверное? Это для того, чтобы не надо много раз нагибаться. И сорняки можно сразу было убирать. За раз, да? За раз. Вот, и Вот. все вместе делать, наверное, из этого. Люди говорят, что без спины останешься, Маша. Ну почему? Вот без спины останешься. Но Наши бабушки всегда так работали, так что они некоторые уже живут даже до 90 лет, так что это на это, наверное, не влияет. Я так думаю, это как зарядка, физзарядка такая. Гибкая спина еще будет на долго лет. А, кстати, твой ответ, вот то, что не надо вот за раз и натяпать, так сказать, окучить, и за раз сорняки, и чтобы 2 раза не подниматься, длинная ручка и ни к чему. Кстати, это тоже имеет место быть. Я даже бы и не подумал вот этот ответ ответить. Все равно же вон сорняки собираем, вон также вот окучиваем. Да. Как говорится, также сорняки собираем. А там придется наклоняться. Это тоже как бы зарядка такая получается. А то сейчас разом. Ну вот. Как-то так получается. Отвлек я Машу со своей болтовней. А Маше работы очень еще много. Очень-очень много. У нас сегодня солнечно, но ветер такой прохладный. Опять одетые мы. Маша в жилетке, я тоже в теплой кофточке. Ветер дует, задувает, аж микрофон задувает. Вот так. Ну, остальные культуры, теплицы уже не буду, наверное, показывать. Там завязались помидоры, остальные культуры тоже. Клубника пока цветет. Чеснок желтеет. Кукуруза выживает, потому что холодно было. Остальное все. А на кабачках, Маша,
сказали, что на кабачках пустоцветы. Ты знаешь, да? Да, но не знаю, надо чем-то поливать, наверное, полить. На кабачках сказали пустоцветы. Вот так. Ох, воробьи как поют, там чирикают. Ну, посмотрим вот эту грядку. Сегодня надо окучить. Алексей как придет, сможет, тогда будем окучивать. Пока жду Алексея, решил съездить. Тут у меня, куда я по какой дороге езжу, там к речке, там на рыбалку, дорогу делают. Весной, помните, всегда у меня там проблемы с лужами, да что-то, дорога грязная. И вот администрация решила сделать все-таки эту дорогу, и посмотрим, что там делают. Просто давно уже не выезжал, и они там каждый день еще работали, бригада вот эта дорожная. Посмотреть просто хочется, что они уже там куда-то насыпь, наверное, подняли, еще что-то. Так, посмотрим, что тут. Мне тут главное вот этот... так. Здесь вроде как нормально. Вот трубу. Да, нормально даже сделали. Вот здесь канаву такую выкопали для ливневки. Дальше вон труба, которая вот вода будет отсюда уходить на другую сторону в ручей. А здесь постоянно лужа была такая огромная. Нормально. Здесь, помните, весной такие лужи и не проехать. А сейчас, смотрите, с обоих сторон канавы. Вот канава. Там канава. Тоже с обоих сторон. Нормально так. Я приятно удивлен, друзья. Приятно удивлен. Молодцы. Молодцы, бригада. Местные предприниматели делают. И здорово. Вот здесь, особенно вот здесь, здесь была всегда лужа такая, прям боишься утонуть. Короче, тут мост был, и вода почему-то не внизу моста шла, а сверху моста всегда шла. А вот трубу засунули, и такой мост высокий сделали. Ой, очень хорошо, друзья. Я просто вот сейчас съезжу еще немножко до того момента, где еще не работает. Дальше, конечно, не поеду. Ну, я скажу, что нормально все. Ну, по предварительным данным, дорога неплохая. Вот этот куст, смотрю, уже насыпь подняли. Но там еще будут поправлять. И здесь. Ну, там дальше работы еще ведутся. Я туда не поеду. Там, смотрю, трактор работает, ДТшка. Я развернусь и поеду обратно. Ну, мне, друзья, в всяком случае, вот эта беда, наверное, уйдет весной у меня. Потому что здесь будут огромные лужи, непроходимые для меня. Даже «Жигуленок», например, застревает. Вот. Так что все делается. Во. Смотрите. Тут. Не видно, наверное. Ну тут вот канавы и все по-взрослому делается дорога. Вот. По просьбе жителей деревни Боровский, так сказать, по содействию администрации делается дорога. Ну, во всяком случае, вот что сейчас я вижу, предварительно даже уже меня радует. Уже радует.
И уже, друзья, смотрите, жареха такая из картошки. Мы всегда так любим с картошкой, с грибами, и чтобы не, ну, они как бы протушенные это все. Можно сюда сметанки. Маша любит с маслом, да? Сметанка еще вкуснее тоже будет. Я уже съел такую порцию. Вот из 5 грибов 2 такие тарелки всего получилось. Но очень вкусные. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Так же и с грибами. Если не сходишь, свежих грибов не покушаешь. Так ведь? Все прекрасно. Спасибо, Маша, за свежатину. Первый урожай грибов в этом году. Пробуем. Да. Красноголовики очень вкусно. Первый урожай грибов. Сбор грибов начали. Как закончим, не знаю, но начали 5 грибов. И 2 такие тарелочки с грибами. Ну, вы знаете, аромат лесных грибов, хоть их, конечно, их мало попалось, Маша, но все равно аромат дали. Дали и вкусно очень. Конечно, побольше бы было, еще вкуснее бы было. В следующий раз дожди пойдут, и все будет хорошо. Приятного аппетита, Маша. Спасибо. Ну что, друзья, прождал я почти целый день. Алексей, наверное, сегодня уже не придет. Ну, потому что он за целый день на своем огороде, наверное, даже и не закончил сорняки. Хотел полив сделать, да шланг прохудился. И, короче говоря, тоже не получилось. И уже вечер, Маша уже там тяпкой закончила. Завтра, говорит Алексей, утром рано сделаем плужком. Будем окучивать плугом. И вот Маша уже под конец рабочего дня поливает теплой водой. Ну, вот на солнышке вода нагрелась и поливает теплицы. Оба теплицы там. Маленькую теплицу и новую теплицу там поливает. Ну, хотел полив сделать капельный. Но Маша говорит, я лейкой буду. А вот на грядке там, на участке, ну, прямо на грядках, туда вот полив нужен. И сегодня хотел сделать, ну, шланг, оказывается, сильно прохудился. Затянешь в одном месте сантиметра 2, от затяжки лопнет. Второй раз я думал, что это самое, ну, это раз такой. Потом второй раз затянул, тоже лопнул, следующий шажок сделал. И, короче, по ходу весь этот шланг такой. Надо будет сейчас закажу в Озоне этот шланг и уже сделаю. На Озоне, думаю, доставка будет быстро. Вот такие дни. Ну, пока выключить потом, а на завтра утром обратно включусь. До того, говорит, как я пойду. Алексей так сказал. Говорит, до того, как я пойду на свой участок, на свой огород, картофельный участок, то, говорит, зайду, ну, приду и мы окучим с Машей. Хорошо, как говорится. В теплице там помидоры завязываются, но я, наверное, не подъеду, да, Маша? Маша говорит, не приближайся к теплице. Там сейчас идет завязка помидоров и все такое. Говорит, не приближайся. Ну, я так, сбоку припеку, как говорится, Маша. Сбоку припеку. Все, до завтра. Ну и снова, друзья, доброе утро. Доброе утро следующего дня на видео, так сказать. Снова жду Алексея. Маша тоже ждет, но она еще дома там управляется с едой, чтобы быстренько все с утра приготовить, а потом уже не беспокоиться, что на обед будет, что к нам на помощь приехала с города снова Раиса Ивановна. Окучивать картошку, убирать сорняки, возиться по дому, помогать родителям и все такое. Деловая стоит возле колодца, набирает водички. Раиса Ивановна, кто-то спрашивал, кто такая Раиса Ивановна, это моя сестра. Я Сергей Иванович, а это сестра Раиса Ивановна. Есть еще сестра Нина Ивановна, она живет здесь, в Нившеве.
Ну, Раисе Ивановне тоже не привыкать таскать воду ведрами, как обычно. Вот так. Как и Маша тоже, собственно говоря. Топится уличная печка. И сюда для там постираться, там посуду помыть, и чтоб дома уже. Жарко сейчас, в эти дни. Потеплело, да. Сегодня, вчера вот уже немножко было тепло, сегодня вообще тепло. Хорошо, вот так. Пока ждем Алексея и занимаемся такими простыми делами. Кабаны, березовые дрова. Даешь газу уличной печке, она целый день будет. Что там соседи? Дом обшивают? Крышу. Крышу убирают? Да. Аргата поимеется. А, все, подтопили газку, смотрите. Дым из трубы меньше идет, чем из из предпечья. Вот. Крышу разбирают, соседи там скрипит все. Ладно, ждем Алексея и будем наконец-то окучивать, наверное. Сегодня-то уже получится точно окучивать картошку. Если Алексей не придет, то придется Раисе Ивановне за плуг с Марией Олеговной. Ну что, Алексей подошел. Сейчас вынесет наш лужок, так сказать. Старинный. Обычный плужок такой. Тяга, руль, сам лемех, вот такой вот отвал, два отвала. Где-то есть видео с обзором этого кучника, там с размерами, даже с Алексеем. Давай, снимали ведь, давай. С размерами и все такое. Приводит в боевое положение, так сказать, в рабочее положение плуг. Сейчас потом Маша выйдет. Да. Вот такой. Плуг готов, да? Готов. Плуг готов. Вот и бригада. Леша тяговый аппарат, Маша рулевая и плуг. Все как обычно у нас. Каждый год это. Так. Нарисовано на подправках. И все, поехали. Так, буквально это, я не знаю, сколько, ну, может 20 минут пройдет. Это поле окучат. Поле разделено на две части, и получается, что сначала одну часть, по чередке борозда идет, потом вторую. Видите, как быстро дело идет. Зад, вперед, зад, вперед. Маша просто рулит, но не нажимает, чтобы
не было тяжело Алексею. Просто рулит влево-вправо. Многие этот окучник недолюбливают, но для нас этот плужок как бы палочка-выручалочка очень помогает здорово. Быстро. Привет, привет, работницам тыла. Ну, воды появились, конечно. По времени засек 20 минут, друзья. Ушло на вот этот весь участок. 20 минут. Вот такой плуг. Скорый помощник, так сказать. Ну, уже заканчивают Мария и Алексей. Самый конец грядки уже там. А вот этот участок совсем маленький, еще картошка. Еще рано, только сорняки надо убрать еще. Все. Видите, Алексей уже там заводит этот лук снова. Закончили окучивание. И вот я немножко поснимаю, как выглядит вот сбоку грядки. Вроде бы все дошло. Ну, немножко присыпает этот лужок. Ну, я уверяю вас, что через пару дней вот это все листья проклюнутся обратно и все нормально будет. Вот такие борозды. Главное, чтобы когда окучиваешь этим плугом, надо, чтобы ширина посадки соответствовала ширине отвала этого плуга. Такой. Все. А там уже Раиса Ивановна и Мария Олеговна пропалывают тоже картошку, там идеал сорт. Она еще очень мелкая, потому что поздно посадили и влажный там участок такой. Еще окучивание время для нее, для этой картошки не пришло, для этого сорта. Вот и все. Пока тут это самое, все-таки мы сегодня сделали водопровод для полива и поставили краник, чтобы можно сразу было поливать и можно было сразу, как говорится, набирать воду, чтобы не надо там вытаскивать этот шланг. Вот. Один шланг, один конец с краника, трехходовой такой краник. Один краник идет на грядки лука, там редиски, кукурузы, ну, короче, этих мелких культур, клубники и все такое. Ну, клубнику там теплой водой надо. А другой конец краника сразу, чтобы набирать воды. Вот так. Основные, что были планы у меня за эти 2 дня, все равно пинком, да все вроде сделали все равно. Потихоньку получилось сделать. Малыш. Привет, бродяга. Целый день бродишь. Зимой Умка к малышу заходит, а теперь вот малышка к вольеру. Но что-то
близко-то не приближается. А что он боится-то? Умка не укусит все равно. Ага. Целуйтесь еще раз, целуйтесь. Ну что, друзья, заканчиваем этот ролик. Ну, деревенские наши будни продолжаются, и огороды, и все такое, и все дела. Веники пока еще рано собирать, но скоро уже тоже пойдем за вениками. Ну, Маша как раз работает в это время, я не знаю, как нам новым веником в этом году, как удастся попариться. Ну, традиция есть традиция, надо будет. Угу. Огород растет, что, кусаются, да? Вот. Все, вышли оводы, и в тенечке тоже комаров много. Ну, в тенечке удобно, вот солнышко вышло, а мы в тенечек спрятались. Маша закончила, как говорится, уже и сорняки убирать. Сегодня, сегодня банный день еще будет у нас. И это уже, конечно, не будем снимать это все дело. Скажем всем пока, друзья. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут добрыми и хорошими. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.